Зеленые могучие леса, чистые голубые озера и реки, богатая флора и фауна, великолепные пейзажи, Беларусь. Красивая и спокойная страна, в которой живут приветливые люди. Многонациональная страна со своей самобытностью. Здесь можно увидеть множество старинных замков, дворцов, которые передают дух прошлого. Вот почему жители крупнейших городов республики Минска и Бреста с таким восторгом встретили Дни культуры Республики Ингушетия. В подготовке к такому масштабному и ответственному мероприятию участвовали почти все подведомственные организации Министерства культуры Ингушетии, 2 государственных музея, Национальная библиотека, Государственная филармония. Более 100 человек в течение нескольких месяцев планировали этот праздник. 7-8 декабря в Государственной филармонии в Минске и в Брестском областном дворце культуры профсоюзов официальная и творческая делегация из нашей республики познакомила жителей Белоруссии с историко-культурным и художественным наследием, а также природным богатством горного края. Знакомство со страной началось с деловой встречи в Министерстве культуры Беларуси в Минске. Пока творческая делегация усердно готовилась к концертной программе, официальная часть делегации обсудила с заместителем министра культуры Республики Беларусь Дриго Ириной Владимировной вопросы взаимного сотрудничества 2 сторон во всех областях культуры. Огромное вам спасибо. От имени главы республики направлен приветственный адрес на имя министра, который, конечно, принял с глубоким удовлетворением наше намерение посетить Республику Беларусь, передал самые сердечные поздравления, благополучия, процветания всему белорусскому народу. Естественно, планирует посетить эту благодатную землю с тем, чтобы поближе познакомиться с культурой и с руководством Республики Беларусь. На встрече также присутствовал полпред Ингушетии в Белоруссии Михаил Евлоев, который пригласил нас на экскурсию по Музею истории Великой Отечественной войны города Минска. Это первый в мире музей, посвященный самой кровопролитной войне 20 века, единственный в Белоруссии, созданный в годы фашистской оккупации. Современное здание музея впечатляет не только масштабами, но и символизмом, отражающим вехи истории 1941-1945 годов. Композиция объединяет 4 основных блока по числу военных лет и фронтов, участвующих в освобождении Беларуси. Главный фасад выполнен в виде праздничного салюта. 11 сверкающих лучей из нержавеющей стали символизируют Великую Победу и одновременно напоминают о 1100 трагических днях и ночах оккупации Минска. Коллекция музея была основана еще в июне 1942 года, когда никто еще не мог предположить, сколько времени продлится эта кровавая трагедия. Будущие экспонаты прямо с фронта отправляли в специальную созданную республиканскую комиссию по сбору документов и материалов Отечественной войны, которая находилась в эвакуации в Москве. В числе первых ценностей были хроники партизанского движения, печатные и рукописные издания, самодельное оружие. Здесь у нас представлены материалы отступающих армий. Красная армия, вот в том числе копии солдатских медальонов, которые использовались в Красной армии в тот период времени. Вот такие вот капсулы пластмассовые, в которые вставлялись вот такие вот бумажки. Их надо было заполнить, как правило, и заполняли химическим карандашом. Но у солдат было такое поверье: если заполнишь вот этот медальон, то, скорее всего, ты погибнешь. Поэтому большая часть медальонов, как правило, они не заполняли. И поэтому, когда находят даже медальоны, когда у нас есть специальный 52-й поисковый батальон в вооруженных силах, который занимается поисковой деятельностью. За десятилетия исследований Великой Отечественной войны коллекция музея выросла многократно. До сих пор ее каждый год пополняют. На площади более 3000 квадратных метров можно рассмотреть свыше 8000 экспонатов, рассказывающих об истории Великой Отечественной войны. Всего в фондах хранится около 140 тысяч раритетов, собранных во время боевых действий на территории Восточной Европы и Германии, а также переданных посольствами разных стран уже в мирное время. Это знаменитая «Катюша», установка реактивной артиллерии БМ-13.
Прогулка завершилась в великолепном зале Победы, который оформлен в виде стеклянного купола Берлинского Рейхстага, над которым в 1945 году советские воины водрузили знамя Победы. «8 декабря наша делегация прибыла в город-герой Брест. Здесь на деловой встрече руководство города и министр культуры Ингушетии Марит Газдиева обсудили вопросы культурного сотрудничества, а также увековечивания памяти погибших ингушей, участвовавших в обороне Брестской крепости. Этот диалог был начат еще 2 года назад, с момента подписания соглашения об побратимских связях между городами Брест и Малгобек. Белорусская земля, она для нас очень родная, в том смысле, что очень много уроженцев Ингушетии, свыше 100 человек, защищали Брестскую крепость. Так получилось, что они были призваны в 1940 еще году, и в 1941 году они встретили вот этот неравный бой с немецкой армадой в Брестской крепости. Их свыше 100 имен участников Брестского сражения. Конечно, здесь на родине мы очень свято чтим эти имена. Соглашение о побратимских связях между городами Малгобек и Брест было подписано 10 мая 2015 года. И сегодня экономические и культурные связи двух партнеров требуют развития и поиск новых граней сотрудничества. Мемориал «Брестская крепость-герой» – один из крупнейших памятников мужества и отваги советских людей, отстоявших свою свободу в Великую Отечественную войну. Комплекс был открыт 25 сентября 1971 года. В едином архитектурно-художественном ансамбле мемориала, увековечившего легендарную боль о героях Брестской крепости, представлены руины старой крепости, места боев, монументальные скульптурные композиции. И когда началась война, часть из этих людей, которые сумели выжить после первого артналета, они попытались спрятаться в различных укрытиях. Вот эти укрытия, один из них находился в земляном валу. Видите, встроенный пороховой погреб. Ну, давайте туда и подойдем. Нашей делегации посчастливилось посетить эту, пожалуй, самую известную достопримечательность Белоруссии. В сопровождении опытного экскурсовода мы в течение получаса осмотрели основные композиции мемориала. И несмотря на моросящий холодный дождь, время пролетело незаметно. Архитектурно-скульптурный ансамбль мемориала включает в себя главный монумент мужества – штык-обелиск, скульптурную композицию «Жажда», площадь церемониалов, уцелевшие сооружения крепости и музей. 100-метровый обелиск «Штык» виден из любой точки крепости и связан с основным монументом мужества 3 рядами надгробных плит. Известны имена более 200 захороненных здесь защитников крепости. Внимание нашей делегации обратили на памятные плиты, посвященные ингушам, защитникам Брестской крепости. Обратите внимание, вот рядовой Смурзиев Бессултан. Вот 22 июня 2017 года было увековечено имя призывника из Ингушетии. Служил в 125-м стрелковом полку и буквально в первые часы войны погиб в ходе артиллерийского обстрела. На основании свидетельских показаний сослуживца его имя было увековечено на плитах мемориала. И рядом, абсолютно рядом, на плитах имя, фамилия, отчество рядового Тичуева Халид Федотович. Также на основании свидетельских показаний нескольких защитников крепости его имя было увековечено на плитах еще в 1971 году, в 70-е годы. И его дочь сейчас приезжает к нам в Брестскую крепость. Память героев войны почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику.
Далее экскурсия продолжилась в музее войны, который расположен здесь же на территории крепости. Весь Брестский музей войны структурно поделен на 8 разных залов. Первый из них рассказывает о днях, предшествовавших началу сражений. Здесь воссоздана атмосфера старых казарменных комнат. Другой зал Брестского музея войны посвящен истории и судьбе советских солдат и гражданских лиц, которые по той или иной причине оказались в немецких концлагерях. Все здесь найдено на территории крепости. А вот среди тех 389 человек, которые покинули Восточный форт, немецким командованием командир найден не был. Он продолжил сражаться, и свой последний бой майор Гаврилов принял на 32-й день после начала войны, 23 июля 1941 года. Он один, без поддержки товарищей, измученный от голода и жажды, он продолжал сражаться, вступил в бой, бросил свои последние гранаты, выстрелил последние патроны из пистолета и уже обессиленный, без сознания, был схвачен, отправлен в плен. Он также прошел через множество концлагерей, тюрем, в 1945 году был освобожден, на родине его ждали разного рода испытания. Следующие залы позиционируются как отдельные экспозиции, однако их концепции и наполнение очень и очень похожи. Зал наследия и зал дорога памяти объединяют различные работы художников, режиссеров и скульпторов, так или иначе связанные с историей Брестской крепости. Но еще одним очагом сопротивления был участок казематов Восточных валов, там, где находится главный вход, там сражались бойцы-артиллеристы. Отдельный зал отведен периоду битвы за Брестскую крепость, старое оружие, фотографии советских солдат и фрагменты их воспоминаний. На Кобринском укреплении располагались казармы 125-го стрелкового полка, который был очень многонациональным. И вот одним из бойцов, который служил в этом полку и погиб в первые дни войны, это был Халид Дмитриевич Чичуев. Вот его фотография, она сделана с помощью автопортрета. В тот момент его оригинальной фотографии не было найдено, его мама, дочь точнее, приехала, и вот было установлено, как выглядел человек. Эта емкая экскурсия еще раз убедила в том, что тема войны – это очень тонкая и важная тема для всех белорусов, и что об этом времени здесь не забывают. Марит Газдиева, в свою очередь, предложила представить музею-мемориалу Брестской крепости информацию об ингушах, участниках Великой Отечественной войны для последующего увековечивания их памяти в музее Бреста. Вместить многовековую культуру в рамки одной экспозиции задача не из простых, но Ася Евлоева тщательно подошла к выбору материала из фондов Государственного музея изобразительных искусств, понимая, что от каждой детали здесь зависит первое впечатление у посетителей о культуре и традициях нашего народа. Нам очень хотелось как-то именно в этой такой маленькой, такой емкой экспозиции показать наши корни, наши традиции и отразить их, и какие-то наши исторические вехи в жизни и в истории ингушского народа. Мы подобрали экспозицию из картин, фотопечати на холсте, и она была специально подготовлена для этой выставки, для этой поездки. И мы отобрали прекрасные виды горной Ингушетии, показали работы, в которых содержатся исторические страницы, славные страницы нашего народа. Ну и культуру отразили, наши традиционный быт и наших людей прекрасных. Поэтому я думаю, мы то, что хотели, то, что задумано вот в этой небольшой лаконичной экспозиции, я считаю, мы отразили. Национальное декоративно-прикладное искусство имеет непрерывную связь с историческим прошлым народа. Предметы старины, раритетные украшения, детали национального костюма, старинные предметы обихода и, конечно же, куклы в древних ингушских костюмах. Равнодушных посетителей тут не осталось. Ну а эта площадка стала украшением вечера. Государственный музей изобразительных искусств представил уникальную коллекцию женских средневековых нарядов ведущих модельеров Ингушетии Инаркиевых и Мадины Албогачиевой.
Отдельное внимание посетители обратили на народные головные уборы курхасы, которые ингушские женщины носили в древние века. Оригинальные высокие шапочки, украшенные старинными узорами, которые и ранее получили высокую оценку участников российских и международных конкурсов высокой моды. На дизайнер? Ну, у меня хобби. Куклы, авторские дизайнерские работы. Я потрясающая. Меня друзья пригласили, вот. Я не ожидала вообще. У меня мороз по коже, все, слов нет. Она занимается всем этим, наряды, да, она шьет сама наряды да. на кукол. Да. И поэтому она сейчас была в шоке, у нее мороз аж по коже от этой красоты. У меня стоит кукла, я обязательно повторю. И она тут столько переняла. Жители Белоруссии познакомились с произведениями таких признанных мастеров живописи, как Мурада Паламкоева, Зелимхана Исмурдиева, Хасолта Акиева, Дауда Аздоева и других. Всего 25 работ, фотопечать на холсте, оригиналы которых хранятся в фонде Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии. Живописные горные пейзажи, загадочные портреты, древние памятники архитектуры, удивительная атмосфера. Великолепная выставка, организованная здесь, просто чудо. И что живопись, что костюмы национальные. И вообще показали великолепную свою культуру. И почаще бы, чтобы приезжали так с разных регионов России, и нам было бы веселее, и узнали бы гораздо больше о России в целом. Чудесная живопись, смотрите, какая прекрасная живопись, отлично колоритом своим и композиционным решением, цветом. Просто великолепно. И костюмы, смотрите, какие разнообразные, и в стиле выдержанные. Вот так и хочется рядом стать и сфотографироваться с каждым экспонатом. Или себе иметь такой же костюм дома у себя. Башни находились чуть поодаль от реки, потому что река подтачивала берега. Наши предки не строили башенные комплексы рядом с рекой. И самое интересное назначение этих башен – это не только люди защищали свою башню. Сигнал передавался с одной башни к другой. Они поэтому являются башнями, которые устремлены вверх. Ну а народный художник Муса Мартазанов успевал не только пообщаться с гостями выставки, рассказать подробно о каждой картине, но и показать мастер-класс в технике пастель. В течение каких-то 10 минут Муса легкими движениями цветными мелками создавал настоящие шедевры. Поэтому площадка мастер-класса была особо оживленной. Готовые работы он дарил посетителям. Выставка очень понравилась. Горы такие, вот кажется, что... Ой, как бы туда попасть, видишь, что это народ, что это трудолюбивый народ, горный народ и, в общем-таки, красивый народ, будем говорить так. Я выражаю благодарность за сердечный прием. Каждая картина просматривалась зрителям, и было видно, что людям интересно, люди рады видеть творчество наших художников, куклы, которые тоже вызвали восторг у зрителей. Книжная выставка нашей библиотеки. Очень многие остались благодарны, очень многие интересовались, узнавали, кто автор того или иного издания, благодарили нашу национальную библиотеку. Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева привезла в Белоруссию богатую книжную экспозицию «Ингушетия. От истоков к будущему». Помимо книг были здесь журналы и буклеты, рассказывающие об изменениях, которые произошли в Ингушетии за последние 25 лет. И неудивительно, что боевая летопись заняла здесь отдельное место. Книги, раскрывающие историю нашей республики с древнейших времен. Это и исторические сведения, это и художественная литература, это и сведения об боевая летопись нашего народа, начиная с участия в войнах Российской империи и участие в Первой мировой войне, ну и, конечно же, участие в Великой Отечественной войне, и в частности большой раздел посвящен ингушам-защитникам Брестской крепости.
Сюда вошли и новые издания, рассказывающие о богатой истории нашей республики, значимых событиях в жизни ингушей и его выдающихся представителях. Я сам из Дагестана. И я военный летчик, заслуженный военный летчик. Я знаю одного из летчиков Ингушетии, это Сузанбека Асканова. И вот я сегодня увидел эту книгу, и мне ее подарили, когда я видел. Я его знаю, мы встречались в Москве. Он возглавлял Липецкий центр авиационный, я возглавлял авиацию ПВО Республики Беларусь. Вот представители Дагестана и Ингушетии занимали, я считаю, большие ответственные должностные лица. Мы не огорчили своих земляков, не огорчили те народы, которые нас представили, Россию, Беларусь. Это в нашей крови, это в крови народов Кавказа. Я горжусь, что вот я, как представитель Кавказа, побывал сегодня на этом мероприятии, прочел, точнее увидел вот эту книгу, человек, который я знал. И я горжусь нашими взаимоотношениями Беларуси и России. Всю эту подарочную коллекцию книг из 25 краеведческих изданий министр культуры Марит Гатиева передала в дар Национальной библиотеке Беларуси. Мы представляем часть экспозиции Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Хаджимоховича Мальсагова. Мы приехали сюда представить имена защитников Брестской крепости, уроженцев Ингушетии. На данный момент мы проводили огромную работу, а также помогало нам Министерство культуры. Благодаря им и благодаря руководству нашей республики выявлено на сегодняшний день 138 имен уроженцев Ингушетии, которые защищали Брестскую крепость. И здесь можно в нашей экспозиции увидеть этих людей. Рассказы сотрудников музея об ингушах, защитников Бреста, очень заинтересовали собравшихся. Особенно волнительно было узнать о защитниках города, тем, кто пережил первые дни войны у крепости. Первый день войны я встретил маленьким ребенком в Брестской крепости. Мать выносила меня из дома, и рядом взорвалась бомба, меня выхватила из рук матери, подняла вверх и опустила, ну хорошо, не на землю, а в воронку. Я по краю воронки скатился, остался жив. Вот так. Отец мой во время войны тоже был заместителем командира партизанского соединения Слуцкой зоны по разведке и контрразведке. Командиром был Козлов Василий Иванович, а комиссаром Варвашеня Иван Денисович, а он был замом. Десятки черно-белых фотографий наших земляков, защитников крепости, которые вошли в документальную выставку «Герои Бреста. Уроженцы Ингушетии», теперь смогут увидеть и посетители музеев Беларуси. Нам очень приятно, что в Дни культуры Ингушетии в Республике Беларусь нам передаются эти стенды, рассказывающие о защитниках нашей общей земли в годы Великой Отечественной войны. Это, будем говорить, продолжение нашей общей истории. Помнит народ Ингушетии о тех событиях, мы, безусловно, тоже об этом помним. Надо, чтобы память о тех трагических, сложных днях Великой Отечественной осталась в наших сердцах, в нашей памяти. И не только осталась, а чтобы мы, это еще одно свидетельство, мы сможем передать эту память нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам. И наша общая история будет продолжаться. Спасибо вам большое.
Белорусский, российский и ингушский – 3 национальных гимна подряд на одной сцене. Зал стоя встречает начало большого праздника, демонстрируя уважение и солидарность к 3 народам. Мы знали, что белорусы удивительный народ, до такой степени и не предполагали. Огромное спасибо. Низкий поклон за ваши открытые, красивые, добрые сердца. С первых нот зажигательной ингушской лезгинки, грациозных движений в танце артистов государственного ансамбля зал замирает, и не привыкшая к таким резким переходам в музыке публика бурно аплодирует после каждой секундной паузы, не дожидаясь завершения выступления. Никакое другое искусство не передает так ярко историю и культуру народа, как танец. Делится своими впечатлениями от концерта заместитель министра культуры Республики Беларусь Дигра Ирина Владимировна. Искусство танца – искусство, сотканное из мгновений, каждое из которых не только прекрасно, но уникально и неповторимо. Великолепные костюмы, тонкая пластика, идущая, как видно, из древности. Прекрасные, одухотворенные лица. Все это произвело огромное впечатление на белорусских зрителей. Мы благодарны всем, кто организовал эти дни культуры. Конечно же, Министерству культуры и архивного отдела Ингушетии, которые выступили с такой инициативой, которые привезли к нам такой многогранный творческий десант. И надеемся, что эти дни культуры станут началом наших дальнейших системных культурных связей, что когда эти белорусские артисты с такой же щедростью и радушием подарят свой талант и свое искусство народу Ингушетии. Государственный ансамбль народного танца Ингушетия показал жителям Белоруссии свои лучшие хореографические номера. «Рассвет в горах», «Ритм Ингушетии», ингушский праздничный танец. Подарок нам просто к Новому году. Красота. А костюмы какие вообще. Чудесно. Большое спасибо. Вы нам подарили такой праздник. Это такая культура. Какие все, я думала, они на колесиках. А все ровненько. Это вообще такая грация. Большое вам спасибо. Я скажу на белорусской мове. От щирого сердца вам великое дякую за этот цудовный концерт. Очень понравилось, очень довольны, очень довольны. Хотелось бы почаще, чтобы были такие концерты. Да, спасибо. Бурными овациями встречали и провожали белорусы ингушских мастеров вокального искусства Алаудина Исмурдиева, Лему Нальгиеву, Рахмана Бекова и Рагду Ханиеву. У меня в душе, я не знаю, такое переполняется, вот, подъем такой. Я вышла, я не знаю, у меня столько энергии, молодцы. Они столько задора нам дали, что ой, я счастлива просто, что я попала на этот концерт. Этот вечер стал удивительным не только для жителей города, но и для самих артистов. Ритмы зажигательной кавказской музыки разбавили несколько номеров задорного национального белорусского танца. Ну а песня «Беловежская пуща», ставшая своеобразным символом Белоруссии в талантливом исполнении Рагды Ханиевой, вызвала у зрителей бурю оваций. Свет хрустальной зари, свет над миром встающий, непонятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, непонятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Это было пожелание организаторов, чтобы я исполнила какую-то песню на белорусскую тематику или на белорусском языке. Я выбрала песню «Беловежская пуща», и, я думаю, не прогадала с этим выбором.
Белоруссия – многонациональная страна. Тут проживают около сотни национальностей. В этот вечер в концертном зале филармонии собрались представители самых разных народов, представители практически всех кавказских диаспор Беларуси. И будет совершенно верно сказать, что всех их связывает большая дружба. Очень прекрасное впечатление. Очень хороший концерт. Действительно понравилось, очень хорошо. Тем более для меня это очень близко. Я сам родом с Башкирии, и у меня очень много друзей Ингушетии, с Чечни. Поэтому с удовольствием просто посетил концерт и остался в восторге. Вы очень порадовали своим приездом, с таким концертом. Я просто посмотрел на выражение лица людей. Вышли, тут же я очень много работаю тренером, с людьми работаю, тем более действующий депутат городского совета уже много лет. Поэтому по мимике, по манере поведения, по взгляду людей можно вычислить, доволен или нет. Люди ушли очень довольны. Поэтому спасибо вам большое. И пусть процветает Республика Ингушетия. Я от всего сердца это желаю. В качестве почетного гостя на концерте присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси Басам Аль-Маджид, который еще раз подчеркнул значимость проведения таких мероприятий. Это очень важное значение имеет в распространении традиций и чаяний и культуру между народами и воспринимать друг друга. Я вам желаю счастья и мира. Спасибо. Ну а те, кто уже был знаком и заинтересован культурой Ингушетии, не упустили еще одну возможность узнать и увидеть немного больше. Нет слов, это что-то необыкновенное. Я как будто опять побывал в Ингушетии, я недавно был у вас в гостях. Масса впечатлений, очень теплый был, душевный прием, общение. Я был на кинофестивале там, и вот как будто я опять побывал у вас в гостях. То, что вы привезли и показали сегодня, это высочайшего класса. Просто очень высокий уровень владения мастерством и профессионализмом. Это какое-то чудо, честное слово, рожденное на земле. Поэтому я желаю процветания, успехов, чтобы мы чаще с вами общались, потому что земля ваша богатая, красивая очень, и наша тоже. Так что, я думаю, Беларуси и Ингушетии есть чем делиться в сердцах своих. Я вообще карьерный дипломат, и я со многими достойными ингушами встречался в жизни, понимаете. Их даже трудно упомянуть всех, но скажу, что яркое впечатление на меня произвело именно поведение и гордость за свою маленькую республику, еще раз повторяю, ингушской диаспоры на Дальнем Востоке. Она очень малочисленная была, но очень яркая, такая структурированная и запоминающаяся, понимаете? То есть это говорит о том, что вы, наверное, умеете все-таки представить себя достойно. Сразу после такого великолепного концерта, наверное, даже не хватит слов в русском языке, чтобы сказать свою эмоцию о том чувстве удовлетворения, которое я получила на этом концерте. Мне очень приятно, что такие встречи у нас, я надеюсь, будут иметь продолжение, потому что обмен культурными мероприятиями – это сближение наших людей. Это очень важно и для Ингушетии, и для Бреста. Если для кого-то кавказские мотивы были чем-то новым и интригующим, то у наших земляков, проживающих в Белоруссии, все, что происходило на сцене, вызвало теплые воспоминания о родине. У меня в Ингушетии очень много родственников. Моя мама Бокова из Сурхахи. У меня там очень много родственников. Всем своим родственникам, всем землякам, всей Ингушетии я хочу передать салам. Я сам лично хочу выразить огромную благодарность Марет Багаудиновне. Ваша энергия ее, то, что она сделала, буквально за месяц организовали в Минске концерт Дни культуры Ингушетии и в Бресте. Большое спасибо нашим артистам, вам всем. Высокую организацию праздника отметило и руководство Белорусской государственной филармонии. За много последних
десятилетий не видели такой мощный национальный коллектив Ингушетии, жемчужину Кавказа. Я могу по праву сказать, это жемчужина Кавказа. И сегодня действительно очень большой подарок. Вот сцена Белорусской государственной филармонии видала очень многие коллективы, европейские, восточные, но сегодня это действительно очень большой подарок для минчан и для Белорусской государственной филармонии, что вот в репертуаре Белорусской государственной филармонии состоялся такой великолепный праздничный концерт. Сегодня у нас состоялся праздник, один из ярких концертов, которые мы в этом году здесь на этой сцене могли видеть. Действительно, это как новогодний подарок, рождественский, в преддверии этих замечательных праздников, такой яркий, искрометный. Действительно, большое спасибо еще раз всему ингушскому народу. Всегда вас ждем. В 2019 году Брест отметит свой тысячелетний юбилей в статусе культурной столицы СНГ. Именно поэтому на деловых встречах с руководством города говорили о возможности включения культурной программы Республики Ингушетия в празднование тысячелетнего дня рождения города. Мы покорены, и это говорю не только я, это говорят многочисленные жители. Вы видели города Бреста, которые сегодня заполнили зал и восхищались вашим великолепным выступлением. Мы сегодня соприкоснулись с историей вашей республики, с ее культурой, с ее традициями. Поверьте, что у нас очень много общего и в плане какой-то истории, особенно героической, связанной с Великой Отечественной войной. У нас много есть общего в желании жить в дружбе, во взаимопомощи, в желании творить мир, добро, благополучие для наших народов. Поэтому мы очень вам благодарны за ваш визит, за ваш концерт, за вашу выставку. От жителей города Бреста огромное спасибо. И передавайте пламенный привет ингушскому народу. Мы готовы к сотрудничеству, к обмену культурными мероприятиями, к экономическому сотрудничеству. Мы всегда рядом, мы с вами. Мы обсуждали с министром культуры и архивного отдела дальнейшие перспективы нашего сотрудничества и договорились о том, что мы разработаем соглашение о сотрудничестве, план мероприятий, чтобы такие дни культуры, дни кино, чтобы взаимные гастроли наших коллективов, контакты между музеями, библиотеками, между учреждениями образования в сфере культуры, они развивались на системном основе. Так что нынешний визит – это не просто яркий праздник, но это еще и большой деловой визит, который станет началом и продолжением наших добрых культурных связей. Нас принимают на уровне министерства страны. Вы видели, что вчера в зале были и представители Министерства иностранных дел Беларуси, послы иностранных государств, было руководство Министерства культуры Республики Беларусь. Вот, посольство, естественно, российское, представители посольства российского. Поэтому и мы с вами сделали, я думаю, что очень важное, очень значимое мероприятие организовали. И я очень надеюсь, что вот те впечатления, те эмоции, которые вызваны были нашими артистами, их мастерством, они надолго запомнятся белорусскому зрителю, и это наше посещение будет иметь очень большой резонанс. Плюс к тому, вместе с заместителем министра культуры Республики Беларусь мы на двухсторонней встрече договорились о подписании соответствующего соглашения о сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Республикой Беларусь на ближайшую перспективу, в рамках которой уже обозначена тема гастролей с конкретным годом, месяцем их проведения, а также вопросы по взаимному сотрудничеству, по библиотечному направлению, музейному направлению, ну и ряду других направлений культуры и искусства. Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в свою очередь пригласил ингушскую делегацию принять участие в 2018 году в ежегодных масштабных мероприятиях 22 июня, посвященных памяти защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Есть самостоятельная республика Ингушетия, есть самостоятельная республика Беларусь, и подобные дни культуры, встречи народов,
важны, я думаю, как народу Ингушетии, так и жителям нашей Беларуси. То, что сегодня мы увидели замечательный концерт, прекрасная выставка, это свидетельство еще того, что мы дружны по-прежнему, что мы все вместе. А когда мы вместе, нам любые трудности и преграды легко будет преодолевать. Таким образом, Дни культуры Республики Ингушетия в Беларуси выдались очень насыщенными как культурными мероприятиями, так и официальными. И этот визит стал большим шагом на пути к развитию и укреплению культурных связей наших народов.